Сколько стоит вообще лошадь? Олимпийская от 1 000 000 евро. На этом мы заканчиваем программу, потому что это как бы конь. Да. Ну, Нет, то есть в гимнастике тоже есть конь. спорт – это идеология. Да. Если у тебя появлялась частная лошадь, ты становился просто врагом народа. Я не хочу этого знать, это бред сивой кобылы. Там, где заканчиваются знания, начинается жестокость. В таком черепе одна ложка мозга. Полк погони создашь и на конях еще поскачешь. И я прошел все виды оружия. Хочешь, я куплю тебе танк? О-ля-ля, секс-символ Беларуси. Это неприлично. В Родошковичах вырос известный гольфист. Я родилась в славном городе Орша, и вокруг моего дома было 3 тюрьмы. То же самое, как в Беларуси, только по-польски говорят. Польшу мы даже не рассматривали как серьезного конкурента. Девчонки сидят на середине манежа и плачут, потому что лошадь не двигается с места. Скажите, у вас есть дочь? Что вы машете головой? Нет? У меня есть две дочери. И одна из них увлекается верховой ездой. Знаете, это не самое простое испытание для родителей. Или ребенок может прислать тебе фотографию, где он лежит в корсете, потому что он упал с лошади. Или он может прислать тебе видео, где он скачет по берегу моря галопом. Очень разные истории. Но меня всегда восхищали эти люди. У меня было очень много друзей, знакомых, которые занимаются этим. В смысле, я имею в виду общением с лошадями, не всегда даже просто верховой ездой. И эти люди постепенно заболевают вот этим отношением к лошадям. Как говорит моя дочь, единственное, в чем могу тебя упрекнуть, ты не купил мне лошадь. Ты знаешь, сколько стоит лошадь? А знаешь, сколько стоит ее содержать? Дочь, хочешь, я куплю тебе танк? Его надо просто заправлять дизелем, и все. А не нужно его кормить, воспитывать, заниматься, а потом он уходит из твоей жизни, потому что ты планируешь прожить дольше, чем лошадь. Сегодня у меня в гостях белорусская амазонка Оля Сафронова. Привет, дорогая, хотя мы с тобой уже виделись. Сегодня у меня для тебя вот этот хлебный пудинг. Ты чем подкармливаешь лошадей? Только самым здоровым и натуральным. Чем? Морковка. У них специальное питание есть, конечно, которое диетолог устанавливает им. Он приезжает раз в 3 месяца, проверяет их состояние, взвешивает. А у меня нет их. диетолога, понимаешь? Ну, поэтому ты не конь. И не мой конь. И поэтому какие-то есть специальные правильные вкусняшки, их уже специально производят фирмы. Это как у собак, да? Спасибо большое, да. То есть, Поэтому- то есть лошади поднялись до уровня собак.
Скажем Я так. думаю, они выше поднялись, чем собаки, потому что все-таки они спортсмены. Собаки — это наши домашние животные, наши любимцы. Ну да. Они валяются с нами в кровати, да, и балдеют всю жизнь. А лошадь, она все-таки... Ой, как валяются. Да, я знаю. У нас две. А у нас ни одной еще нету. Потому что у нас есть кони. А мы твоего мужа спросим, почему у вас Спросите, нету. пожалуйста, спросите, почему у нас нет Спросите, собаки. кто? Мы Все, да. Спросите, чтобы давление на него было побольше. Да, потому что я не знаю, как жить без собаки. Знаешь, когда была только наша Йоркшир одна, всем ее не хватало. А потом, когда мы уже завели Кавапу, еще плюс, выяснилось, что и двух не хватает. А сейчас хочется и больше, и больше. Так с Хочется, лошадьми то же самое на самом деле. Я выросла тоже с собаками, я прожила все время с собаками. У нас были доберманы, овчарки. Я же из Орши. Я родилась в славном городе Орша, и вокруг моего дома было 3 тюрьмы, да, как такие самые званые. Давай-ка Пробуем? сначала попробуем, что у нас получилось. У нас есть вот мармелад, который сюда идет, и есть кленовый сироп. И я хочу тебя спросить про Оршу. Страшный город. Как амазонка выросла в Орше? Пожалуйста. Ну, выросла как-то. Ну как это Смогла? получается? Слушай, люди в большинстве своем, даже живя там в столичных городах и так далее, у них нет доступа к этому. Они даже не понимают, знаешь, как вот я когда был юным, учился в школе, и мы учили писать сочинения, Да. кем я хочу быть. И мой сосед по парте, он написал, что он хочет быть кинорежиссером. Ого. И я такой сидел, и просто офигевал. Думаю, он даже это вот хочет, да. То есть в итоге он стал инженером, а я стал режиссером. То есть, как бы, хотя для меня это было прям, как же он так может хотеть? Да? Ты хотела в Орше быть амазонкой? Конечно. Я всегда хотела ездить на лошадях, но предыстория такая, что у меня мама тренер. Да. Ну у тебя, да. Поэтому у меня это просто впиталось молоком матери. Мама беременная ездила на лошади. Вкусно? Ничего, да. Ничего. Правда? Очень вкусно. Поэтому я ездила на лошади раньше, чем пошла своими ногами по этой земле. И для меня на самом деле сейчас поехать на лошади намного естественнее движение, чем просто пройти пешком. Я ненавижу ходить. Терпеть не могу ходить просто. Для меня это такое напряжение пойти пешком, вот если мы куда-то едем. Я никогда не понимал взаимоотношений лошадь-человек. Лошадь же не принадлежит спортсмену. Нет, она вообще никому не принадлежит. В отличие от собаки, лошадь настолько самостоятельное существо, у нее настолько свой темперамент, свой характер, Себе. свой мозг, своя психология абсолютно, что это люди уже немножко очеловечивают это тем, что моя лошадь, она меня узнает, она меня знает. Да, она не настолько глупа, чтобы тебя не узнавать, не знать, что мы делаем сегодня, она прекрасно знает свой распорядок дня и так далее. Но если завтра на этом месте окажется кто-то другой, ей самое главное, чтобы ее жизнь, качество ее жизни не изменилось. И тот, кто будет на ней точно так же ее правильно ухаживать, так же кормить, так же на ней ее тренировать и восполнять ее все жизненные потребности, он будет точно мы же таким же романтики, для нее. понимаешь? Да, но человек — это моя лошадь. Мы привязываемся. Это моя лошадь. Во-вторых, она невероятно умная. Очень. Не, ну не умная. Это я тут Умная? всегда умная. Умная. Конечно, не все. Как люди. Мне олимпийский чемпион по конному спорту говорил, что у нее вот в таком черепе одна ложка мозга. Это неправда. Лошади очень умное животное. Конечно, не все. Поэтому лошади, которые едут на Олимпийские игры, у них уже мозг профессорский. Правда, но не все мы профессоры, да? Кто-то занимается одной профессией, кто-то другой. Но Вот- академический ум, когда у лошади попадает, вот это уровень Олимпиады. Вот смотри, ты занимаешься конкуром, Выездкой. выездкой. Естественно, что лошадь запоминает всю программу. Да. Но она запоминает ее на каком уровне? Она запоминает мои команды.
И поэтому такой долгий процесс подготовки лошади. Ты учишь 10 лет каждую команду распознавать. Но сначала распознавать ее в дома, в спокойной обстановке, и отвечать на нее реакция на постоянно. голос? Нет, на тело. На тело. На тело. Нам запрещено разговаривать во время. вы мне У нас нравитесь. будет исключение из То соревнований есть за голос. это движение ногами. Ноги, посадки, напряжение мышц, запястий, всего на свете. Там 1000 движений за эти 6 минут происходит. А дальше ты учишь лошадь реагировать на тебя в стрессовой ситуации. Поэтому она должна тебе так доверять, не бояться тебя. Ты не можешь ее силой заставить это делать. Она весит 600 килограмм, и если она не захочет, она просто развернется и уйдет. Ты сейчас меня загружаешь вот реальные проблемы. То есть, как бы, когда моя супруга недавно села на лошадь, а она к лошадям очень так спокойно относится, она не понимает. Они живут как бы в параллельных мирах. Это был конь, он просто пошел и уткнулся вот так вот головой в забор. Да, и встал. И всё, что ничего делать? не произошло. Да, и Да, что и делать? ничего- Вот. Я понимаю, что это его модель. Да, если он Ему- захочет, ты ничего с ним не сделаешь. Даже с этим пони, с конем. Я вижу столько ситуаций, когда девчонки сидят на середине манежа и плачут, потому что лошадь не двигается с места. А конь стоит с такими прикрытыми глазами, с такой довольной рожей и говорит, ну давай, ну попробуй. Поэтому это не только какие-то механические движения, это должен быть характер, терпение, просто уйма терпения на то, чтобы это животное... Ты не можешь его подчинить, никогда, ты можешь только с ним Ну, договориться. вот эта история про уздечку. Да. Вот когда одной уздечкой, Да. он тебе и так, Да. и сяк, и сяк. И сегодня ты и твой супруг меня открыли глаза на это. Скажи мне, это на самом деле что это? Это пытка для лошади? Конечно, есть такое выражение у конников, очень знаменитое. Там, где заканчиваются знания, начинается жестокость. То есть Там, дрессура. где не хватает у человека знаний, умений, психологии лошади, как работают нейроны ее мозга, как развивать правильно анатомически ее тело, да, как ее тренировать и так далее, как ее кормить, как за ней ухаживать, какие должны быть специалисты вокруг, в какое течение какого времени нужно это сделать, там какой-то человек может позволить себе перейти в эту самую жестокость. Вот и тогда начинаются эти какие-то удавки, лассо и так далее. Естественно, это надо чем-то прикрывать. И потом это как бы под таким соусом подается, что это очень натуральное воздействие, да, когда вот с этими... История с уздечкой. Уздечка как раз-таки это нормально, это то, что на голове лошади, да, с тренделем, с железом во рту, подобранным тоже индивидуально. А вот эти веревочки на шее, когда лошадь без ничего, и у человека только хлыст в руках и веревочка на шее, тут вопросик. Потому что, конечно, существуют лошади такие настолько мягкохарактерные, настолько подчиняющие человеку, что ее можно научить. Можно долго, без ничего, без насилия, абсолютно. Но когда показывают какие-то такие В итоге это трюки, реакция на лассо. на боль, да. Это реакция на боль. И это генетическая история. Да, потому что лошадь вообще стадное животное, и животное, которое всегда, защищаясь, убегает. Оно никогда не нападает, да. оно не хищник. И поэтому оно всегда будет стараться как-то укрыться от проблемы, от боли, еще чего-то. Твой супруг недавно копытом получил по Он успел и ребрам. это рассказать, да? Это называется «не нападает»? Нет, Или это на наоборот? самом деле лошадь, Инстинкт? когда отбивает ногой, это не значит, что она хочет тебя ударить. Это тоже инстинкт. Она, когда не может убежать, а лошадь была в руках, да, он шагал с ней в руках, она не может убежать, она чего-то испугалась, она бьет. И все. Это не того, что она хочет сделать ему боль. Сколько стоит вообще лошадь? Смотри, какая. Лошадь? Олимпийская. Олимпийская от 1 000 000 евро. От. От. На этом мы заканчиваем программу. Собственно говоря, мы закончили разговор, потому что, Хоть мы еще пирог не доели. Мы не можем так закончить. ешь. В университете, первый университет, который заканчивал, это был физкультурный. У нас была группа парней конькобежцы, велосипедисты и конники.
То есть велосипедисты и конькобежцы — это ноги огромные, сильные У ребята. конькобежцев это прям два Да, столба. и они, первая сессия, они что нам говорят? «Ой, кони, вы там ничего не делаете, вы там сидите, этот конь за вас пашет». Ой. Мы взяли их, привезли в Ратомку, посадили на коней. Они 5 минут поехали рысью, они не смогли ходить на следующий день. Просто. Они ходили ноги колесом, они не могли найти равновесие. И говорит, как вы вообще это делаете? У тебя сейчас есть слушатель? 3. Мы переехали там 1,5 года назад, еще ближе к конюшне жить. Сейчас мы живем 3 минуты от конюшни, чтобы иметь возможность в шаговой доступности всегда быть рядом с лошадьми. В отличие от любого вида спорта, ты не можешь это закрыть в шкафчик и уехать в отпуск или сказать, все, я устал, я ухожу, мне надо отдохнуть. Ты должен быть всегда там, всегда. Конечно, сейчас, вот мы с тобой сейчас сидим, разговариваем, у меня на конюшне есть девчонки, помощницы, которые сейчас опекаются лошадьми, потому что она не будет стоять в клетке, просто закрытая. И Ты это... понимаешь, что ты сейчас часть людей выключила свой компьютер или телевизор? Поэтому потому что конников так мало в сравнении, да, с футболистами, Театралов хоккеистами. тоже, Всех, да. Потому что это болезнь, ты очень правильно сказала вначале, это действительно болезнь, и я Да. эту свою болезнь принимаю, ее принимают мои близкие. И как твой ты с муж этим? принимает. Принимает, уже принимает. Вот это слово. Через 10 лет, Уже. да, он уже принимает. Нет, на самом деле мы очень быстро прошли этот этап от... А раньше не принимал? Нет, самое-самое начало, он тоже не мог, как человек со стороны, который Ну, конечно. никогда не был связан с лошадьми, как ты говоришь, просто где-то осязаемое существо, то, что столько можно посвящать времени вообще жизни своей. А сейчас его и моя жизнь, она вся... Белорусский и, например, польский. Вот ты сейчас как бы внутри польского спорта. Да. Это отличается? Среда? Настолько отличается, что это просто небо и земля. Небо и земля, и я была в шоке, потому что так как в спорте я очень давно, и мы все время ездили через Польшу, все время на соревнования в Германию, Францию, Да. в Австрию, потому что в Польше было как-то так, даже на соревнованиях мы особо не оставались. Это был какой-то транзит все время. Все время транзит. Ну, вот я так понимаю, что это Германия, Голландия, Бельгия, Англия, да, это вот да, такие Франция, ключевые. это мекка конного спорта, да, это просто там это все наше сердце конного спорта, это да, это Западная Европа. И как бы когда я И приехала выехали туда. И ты останавливалась в Польше. в Польше, и для меня это было как бы, то же самое, как в Беларуси, только по-польски говорят. Потому что были примерно такого уровня конюшни. Всегда наши спортсмены были выше на голову, да, да, белорусские, русские, украинские спортсмены всегда были в топе нашего зонального рейтинга, то есть как-то с Польшу мы даже не рассматривали как серьезного конкурента. Как-то так это было последние, по крайней мере, 15 лет. И я попадаю в Польшу в 2021 году, да, очень резко, незапланированно, и вообще я и конь. Здравствуйте, день добрый. День добрый. День добрый. И я была сначала просто в шоке, а потом я была очень приятно удивлена, насколько Польша вообще переняла огромные ресурсы, материально-технические базы. Европейский опыт. Да, и выстроила здесь такие комплексы, что просто не с чем сравнить. У меня уже вопрос, не касающийся только... ты ешь, пожалуйста. Да, спасибо. Не касающийся только конного спорта. Вот, понимаешь, я когда приезжаю в Польшу, а я ездил сюда за последние 25 лет, так всегда, Постоянно. как бы, да, и я вижу динамику, пирог. насколько, вот если простонародным языком, то насколько жирнее стала жизнь. И при этом поляки это не воспринимают. Они говорят, У них ой, натурально это произошло. так трудно. Трудно. Но это реально, бляха, вот прям ты селишься в отель, и ты понимаешь, что это очень крутой Да. отель. Чего раньше не было. То есть ты хотел это видеть там в Америке или в Великобритании или во Франции, точно не здесь, да? И вдруг ты такой: нифига себе, что происходит вообще? А потом ты понимаешь, что во всех сферах вот это качество, да, и вот, видимо, то, что ты говоришь о лошадях, это, видимо, та же история, да, как-то все внутри сначала созревало, вот этот вот польский добробыт, да, Да. а потом он вот так выстрелил,
незаметно, Да. незаметно, но он стал очень вот, качественно другой. Как бы. Для У тебя меня есть это ощущение? рост уровня жизни в целом. Вот все, что Да. ты описываешь сейчас, это уровень жизни, который вырос. И, естественно, такие вещи, как лошади, это не театр, да? Абсолютно. Это не первостепенная задача для человека. И, конечно, когда только вырастет уровень жизни, вот этот общий, тогда люди могут подумать о том, чтобы... А вот я мечтала о лошади, а я мечтал ходить на премьеры в театр, да? А я хочу купить картину какую-то там известного художника. Да, а и так в чем далее. это отличие? Вот, условно говоря, конный спорт в Беларуси, конный спорт в Польше. Да. В чем это отличие? Государство и частное. У нас в Беларуси всегда запрещали частный конный спорт. До сих пор Да. его запрещают. Да. Если у тебя появлялась частная лошадь, ты становился просто врагом народа. Долгое время не допускали частных лошадей в сборную То есть это Беларуси. были в основном То есть государства- люди, все да, были государства. они покупают лошадей, они вкладывают в жизнь, деньги, и говорят, я хочу выступать. Они говорят, нет, ты должен выступать на государственной лошади. Ты должен принадлежать только государственной школе. Нам пришлось уехать из Минска в Могилев в 2021 году, потому что они написали указ, что спортсмены национальной сборной должны стоять на базах, которым они приписаны. То есть ты обязан выступать за государственную конюшню, какую-нибудь, центр какой-нибудь Олимпийского резерва, Смысл вообще? потому что государство должно это контролировать. А что Как? контролировать конь? Он Все, даже на все, митинг не ходит. все. Вот да я, от овса, который ты даешь, а вдруг ты там Да, вдруг повез неправильно. полк погони создашь и на конях еще поскачешь. Ну, не знаю, мы смеемся, но не знаю. Но Но в этом это были нет логики. настолько бредовые идеи, и нам пришлось переехать, потому что мы стояли на частной конюшне со своими частными лошадьми, мы тренировались. Я была действующей чемпионкой страны. Нет, ты должна быть там, и все. А здесь вот эта свободная, честная конкуренция, которая существует, где каждый частник, если он имеет возможность, он строит себе конюшню, да, такую, как Конечно. он хочет. Ну, Он логично. покупает таких лошадей, которых он хочет. И дальше это... Нанимает тех людей, которые Которые ему ухаживают, да, которые нужны, устраивают. которые он считает Ну, логично. нужным. Это Ну логично. да, это логично, но не для, к сожалению, Так он же не для потом Беларуси. получает олимпийскую награду и показывает Это уже там мелочи. в стране. Это уже Вот. мелочи. Главное, чтобы было все под контролем. Ну, Я не могу этого понимаешь, тоже объяснить. я как не нахожу логики, не находил логики, я сейчас ее не нахожу. Поэтому мы что... здесь. Абсолютно. Потому что это как странно. То есть это же не разговор о политике, это же не разговор, это разговор о лошадях. Да, но спорт. Спорт — это идеология. И Спорт если- это идеология, Да. но тебе же легче сбросить с себя это ярмо. Ну пусть он занимается своим конем. Ну а как? Смотри, государство вкладывает огромные деньги в спорт, да, в государственный спорт. Большие деньги. Действительно, Да. по сравнению как бы с другими Да, странами, где абсолютно. частные. Я тебе скажу, что с Великобританией по сравнению, Да. это, блин, другие вообще деньги. И дальше, что происходит? Ты покупаешь себе какого-то коня, стоишь на какой-то неизвестной частной конюшне, где-нибудь там себе Окей. в лесу, и где даешь результат выше, чем все, что государство вкладывает в государственные эти базы. Подожди, Как ну- это объяснить? Как? Ну как? Я просто об этом не говорил. Молчал бы, да, типа, так там же вот наша, спрашивают, там же спрашивают. амазонка Оля Сафронова, чемпионка. Нет, проще поставить в рамки всего там 10 членов национальной сборной в конном спорте и сказать всем сидеть тихо. Понятно. Могилёве. да. Я говорю, в этом нет логики, потому что, понимаешь, Олю Сафронову все знают как человека по имени и фамилии. Но коня даже не знают. Не, ну, в наших кругах знают. Ну, ваших, Да. да. Но люди да. не знают ее ни отчества, ни как он вырос, да, никак. Потому что это как бы конь. Да. Ну, Не, то есть в гимнастике тоже есть конь. Да. Да. не такой симпатичный, как мой. Нет, тяжелая вообще такая история, потому что, действительно не поддается никакой логике, никакому объяснению. Когда я сюда приехала, и первое, что ты чувствуешь, это эту свободу. Свободу выбора, свободу в своих передвижениях, свободу Абсолютно. общения, свободу во всем. Ты просто выдыхаешь.
И, во-первых, сначала такой шок, ты не знаешь, а как вообще так? Как вообще функционировать? Тебе же надо какие-то что-то кому-то отчитываться, что-то делать, да, какие-то планы составлять, что-то писать, какие-то конспектики. Вот это все год у меня было на каждую лошадь вот такие конспекты. Надо было писать. Минуточка. Что писать? Минуточка, надо было писать. В 8 утра пришла на конюшню. Я не шучу сейчас ни на секунду. В 8:15 вышла с первым конем на тренировку. И потом ты по минутам расписываешь. 5 минут рыси, 10 минут галопа, 3 минуты шаг. И ты должен расписать каждый день на каждой лошади, потому что должен быть такой контроль над Давай человеком. мы об этом не будем. Давай. Потому что, это просто какой-то бредятина. Ну, это бред, конечно, потому что... А если мой я внутренний график, мне подсказывает, что мне надо ночью тренироваться. Вот днем спать, а ночью тренироваться. Да вообще, какое ваше дело, как Нет, я тренируюсь? ты человек, который принадлежит национальной сборной. Более того, моя частная лошадь, собственная, когда я уехала, и как бы меня начали искать, то первый вопрос был, как она вывезла лошадь национальной сборной. Галопом? Нет, как она посмела? Это лошадь национальной сборной. Это мой частный конь. Это мой конь, которого я вырастила с 3 лет жеребенка. Слушай, Сейчас это смешно. Да, сейчас это смешно. Вот поверь, знаешь, я недавно тоже говорил об этом в одном из интервью, когда мне начали упреки по поводу того, что ты теряешь связь с Беларусью и так далее. Ну, это известная тема. И никакой связи я не теряю, потому что я даже знаю, что стоит в магазинах, продовольствия. Разговор о другом. Хочу ли я это знать? Да. Вот вот то, что ты рассказываешь про вот эти пришла в 8:15 галоп. Я не хочу этого знать. Это бред сивой кобылы. Извини, сейчас, наверное, оскорбил лошадей. Да? То есть, это какая-то чушь. Зачем мне это? Это в моей жизни или в жизни того, кто меня окружает, оно никак не пригодится никому. Потому что есть тоже, для меня, я для себя нашла простое такое оправдание, даже не оправдание, объяснение этому всему, что если ты хороший спортсмен, хороший специалист, неважно в чем, ты будешь заниматься своим делом. У нас в стране, если ты не являешься таким специалистом, ты что идешь делать? Руководить. Чиновником, конечно, естественно. И все эти проверки, которые у нас были в наших этих частных, не частных и государственных конюшнях, приезжали люди, я видела, что они понятия не имеют вообще, А я тебе могу чем мы описать. живем. Это приблизительно такое круглое красное лицо. И трясутся щеки. Да, трясутся щеки. Когда страшно, очень трясутся. Да, я такой... Недавно видел, как у человека рука дергалась, у чиновника. Да, они страшно боятся. Они действительно в таком напряжении, не знаю, как они живут, и как они справляются. И вот они начинают... тебе интересно, как они живут? Нет, но вот они начинают руководить, и, естественно, загоняют это в такой, вот они придумают этот бред. Они пытаются разобраться, что ж они такого там делают, дайте хоть почитать. Не, как этим управлять? Свое существование. Как они же хотят управлять? объяснить, что они тоже работают. Они твой этот конспект, который ты уже пишешь вот так. Потому что конечно. Все равно... Да я его абсолютно даже не... Это понятно, полчаса денег сегодня... они дали Полчаса рысила. на морковку коню. Да, вообще не давали. Вообще. То есть какие-то разовые оплаты стартовых взносов на соревнованиях или там какого-то отеля, они вообще в сравнении не идут с тем, сколько вкладываешь на то, чтобы эту лошадь до этого уровня довести. Слушай, лошадь, это ты эту лошадь доводишь, а есть же люди, которые им нечего просто предложить лошади. Да. То есть эта лошадь, значит... Я была таким человеком. И что я делала? Я ехала за границу. Я работала обычным сначала, там, убираешь, смотришь, выводишь в левады, седлаешь. Потом тебе дают один раз в день на одной лошади поездить. И ты имеешь тренировку. И ты в эти 45 минут пытаешься нахватать вообще каждый вздох, что она тебе говорит. И опять 15 часов ты работаешь. Слушай, у меня просто младшая дочь этим увлекается, и... Дай ей мой номер телефона. Да, она сюда приедет, она первая пойдет, точно не со мной в ресторан, она пойдет к тебе, это понятно. Это очень дорогая история. Дорогая. Что стоит инвентарь?
Вот начиная от сапог и шлема. Ничего, высокое спортивное снаряжение вообще никакое не бывает дешевым, абсолютно. Да. То есть, опять же, мы сравниваем. Если это просто инвентарь для того, чтобы поездить, у меня есть лошадка, я на ней просто катаюсь для души, то это недорого, на самом деле. И лошадь такая не самая дорогая, и Да, конюшня лошадь для может там пару содержания. тысяч стоить, при Да. этом ты покупаешь инвентарь один раз, и он тебе надолго. И надолго, да. И это на самом деле не такая дорогая история, как профессиональный спорт. Если мы уже говорим о Давай профессиональном про профессиональный, спорте, что это то, стоит? конечно, прям Сколько так, да? сапоги стоят? От 1000 евро От. Шлем? тоже. Казалось бы, шлем. Казалось бы, шлем. Но там Мотоциклист сейчас такой сидит, смотрит Нет. программу и такой, Нет, ну, я правильно выбрал себе коня. нет, но там же титан уже идет, там идут ставки, потому Да. что когда ты летишь, и тем более, если ты один раз упал с лошади, тебе нужно менять шлем. Это Да? правило, да, это правило. Потому Нифига что себе. если это идет настолько сильный удар, что даже если ничего не видно снаружи, все производители шлемов рекомендуют менять. Поэтому, Вот это сюрприз. слава богу, профессиональные спортсмены не так часто падают. Я Да. падаю максимум раз в год, и то немножко реже, да, уже как бы на таком уровне. Но как бы, И не с коня. ну, иногда, да, иногда в пятницу, да. Шутки? За 300? Нет, ну а так седло тоже, ну да, седло это, Седло наверное, это самое на дорогое, сколько? это там 5000 евро, но его хватает там на тебе практически на 10 лет, но его нужно каждые полгода делать его сервис, то есть у него внутри есть специальные подкладки, которые приезжает человек Давай прекратим это. и разговор. меняют. Ты боишься за свою дочь, за свою жизнь, да? То есть ты сейчас... Не, ну ты сейчас уже 10 тысяч мне насчитала. То есть, Ну да, как бы- это не беря содержание ежемесячное, Да. корма, врачи, физиотерапевты, ковали, диетологи, соревнования, лицензии на все соревнования, Слушай, путешествия. вот коневозка, Да, да, вся эта история. Вот едет, тебе надо из Варшавы везти. Где ты последние соревнования были? В Австрии вот мы были В Австрии. летом, да, 800 Ты коня километров. везла туда? Да. Это что, коневозка? Это коневоз, это муж, я, 2 чемодана. Сколько муж обходится в месяц? Ну, знаешь, дешевле, чем лошадь, потому что он сам зарабатывает. И он еще все Вот, это вот содержит. если бы лошадь. Да, а если бы еще, то как бы там бы пришлось выбирать. Если лошадь сдавать в аренду, например, пахать, Ну да. то, в принципе, можно Ну, как-то... люди, видишь, картошку уже в магазине Да, покупают. да, Уже да. не то время. Так, Да. уже так не получится. Да, я тоже думаю, что не очень выгодно вообще. Но опять же, история с лошадьми и вообще с профессиональным спортом. Это дорогая вещь, но ты либо инвестируешь свое время, и я шла к этому там 20 лет последних, да, чтобы, ну, потому что не было денег. Вообще, обычная семья, Орша, и это было вот так Капец. вот постепенно. Очень много работы, очень много положено здоровья на этого всего. Либо, если есть деньги, то, естественно, это можно путь сократить. Знаешь, для меня вот это, типа, Оля Сафронова из Орши стала чемпионкой Европы по конному спорту. Это для меня звучит как в Родошковичах вырос известный гольфист. Ну вот мы подождем еще этого момента, подождем. Ну, ты понимаешь, да, что Да, это не... да, И я понимаю, там, я дружил с Угрюмовым, который был олимпийским чемпионом, как бы, и который, к слову сказать, очень скептически относился к лошадям, и любимый вид спорта он мне обозначил как бокс. Ну, я не удивлена почему-то. Знаю Да, его, не удивлена абсолютно. И я помню, когда он стал заводчиком, и когда он создал вот этого шмянок Да. под Ошмянами конную историю свою. Очень, кстати, хорошая школа у них была, сильная. Сильная, да? И лошади у них были очень И он- хорошие. да, и он, а при этом он покупал их по каким-то смешным ценам. Да? Это поразительная вещь. Это Притом воспитывал и продавал по каким-то космическим ценам. Да. То есть это так труд, работает. да, труд, который он уже, его опыт и его знания, которые он вложил, естественно, ему позволяли уже вот это Вот в это- сократить время, но увеличить доход. Вот эта вот прибавочная стоимость, Да, она да, и есть твой да, опыт, да? да. У меня на самом Капец. деле есть здесь уже люди,
которые пришли тоже в конный спорт со своими детьми абсолютно со стороны. И сначала говорят, ну нам надо ребенку лошадь купить, отдают такие деньги, как бы боятся, что вдруг эти деньги все пропадут, но ребенок и занимается, все хорошо. И сейчас, по прошествии там нескольких этих лет, они говорят, мы теперь понимаем, почему это столько стоит. Да. Потому что мы живем на этой конюшне. Слушай, вот смотри, есть разные виды конного спорта, да? То есть выездка, конкур, троеборье олимпийские, да, и плюс там скачки, это отдельная тема. Да, Как я понимаю, это особняком стоит. Да, есть еще вольтажировка, где такая гимнастика на лошадях, есть драйвинг, когда на таких на каретах, таких, колясках, двойки, четверки, то есть единицы. И как я понимаю, уровень гонораров в этих сферах везде разный. Разный. И он, по-моему, радикально должен меняться. Самая большая разница в призовых на соревнованиях, Да. в конкуре, где прыгают, и в выездке, Да. где танцы, мои танцы. Да. Да, мы практически ничего Подожди, не зарабатываем. скачки обычно Скачки где? это совершенно Это другое, другая там история. коммерция. И чистая там, я коммерция. понимаю, деньги вообще другие. Абсолютно. Абсолютно, потому что я смотрю по британским жокеям, это люди весом 42 килограмма, там, Миллионеры. и все время они в списке. Да, Forbes. Да. Да. Это скачки, это чисто коммерческая история. Там ничего связанного со спортом нет. Тем Нет. более лошади в 2-3 года уже скачут. У нас лошади в 2 года только приходят к тебе. А во сколько там сходят лошади? В 18. В скачках? Да. В 5-7 лет это уже старый конь. А у нас 5 лет это еще настолько у нас молодой вообще конь. молодой конь. Это ребенок, который только начинает Абсолютно. выступать, и выступает до 20 лет. До 20 лет, да. Поэтому вот это настолько совершенно разные истории, что невозможно сравнить фигурное Как я катание и понимаю, коммерцию. вот если мы говорим про скачки, то там резвость, Да, там а только здесь скорость. и А здесь все. Здесь все. Если конкур, то это сила, выносливость, Да, это да. скорость реакции, вот это вот Координация, взаимосвязь, координации прыжок. всадника и лошади. Они должны быть настолько вместе, потому что конкур длится 40 секунд. И ты в эти Да. 40 секунд должен прыгать с барьера 1,60 м. На 2,20 стоят препятствия, да, шириной. То есть да, ты пролетаешь да, это все. да. Я до 19 лет занималась конкуром, но я поняла, что мне не хватает вот этой вот резкости, такой вот быстроты, внутри тебя. формы, да, такой, потому что мое тело не способно так делать. А я не хотела просто прыгать. Я, если хотела, то куда-то идти дальше. Поразительно, вот ну, понятно, что мы не о шахматах, да, говорим. То есть я занимался там 10 лет фехтованием, и я прошел все виды оружия, прежде чем остановился на сабле. О чём-то, да. Потому что вот то, что ты говоришь, и я вот сейчас думаю, а вот тоже точно так же перекладывается в голове, что там не хватало энергии, Да. в этом не хватало там, или ты слишком экспрессивен, и тебе не хватает Да. этого, да? И вот получается, что с конями тоже. Я даже троеборье скакала, это в кросс. Да. Поэтому, да, в 16 лет очень хотелось быть кандидатом в мастера спорта. Ого. А лошадей не было ни в конкуре, ни в выездке, чтобы такой... Ну, да. конечно. А в троеборье как-то можно было. И вот я поехала в троеборье первый и последний раз в жизни, и сошла и сказала, нет, вообще не мое, вообще не мое. Вот эта вот дикая выносливость, вот эта резвость, Да, которая да, нужна, вот эта опасность, это вообще было не моя история. И вот после 19 я решила, что все-таки выездка, потому что выездка это такое вот терпение, долгая Да, да, работа. да, вот это я могу часами, я умею анализировать, Понимаю, о да, чём ты я говоришь. могу вот это вот все через себя пропускать. Ну что, у меня дочь, вот сейчас она в Лос-Анджелесе, она прошла вот этот горный, как бы, и показала видео, и я, честно говоря, был в шоке. Вот этот вот поход, Да, да. даже не поход, По вот таким а вот это, да, стежечкам. галоп Да, по вот да, этому, да. и тут просто пропасть. Это И ты так- приученные лошади. Они маленькие, у них короткие ножки, они такие коренастые, и они приучены к этому. У них какой-то другая история Другая вообще другая история. И видишь, насколько отличаются лошади конкура и выездки? Вообще. Вообще, да? Вообще. Это абсолютно разная генетика. Это абсолютно разные линии, разные родители. Давай так, разные прикинем. конные заводы. Это как девушка, одна занимается бодибилдингом, Гимнастикой, а вторая, вторая да. танцами. Да. Да. Или там одна гимнастика, вторая марафон бежит.
Вот настолько они отличаются. И ты посмотришь на лошадь, сразу скажешь? Сразу. Что на пенсии делают лошади? Отдыхают. Гуляют, ходят себе на левадах. Естественно, сколько лошадь может двигаться и тренироваться, столько мы ее тренируем. Потому что нельзя у лошади ни в коем случае забирать движение. Ей нужно движение 80% времени вообще своего в сутках, она должна хоть что-то делать, двигаться. И поэтому мы, естественно, не можем ей отпустить ее на выпас спортивную. Это получается как у, допустим, если собака, допустим, овчарка, то у нее в ее генетике заложена вот эта служба. Да, И то же самое, да, у то же лошадей? самое. Вообще у лошадей делали исследования. На дикий табун вешали все эти датчики и смотрели, что 80% времени лошадь ходит, двигается все время. Да. Они не стоят. А 20% вот она спит, она ест там или еще Спит что-то. стоя? Или уже тоже. Это немножко миф такой, Стереотип. что только стоя. Расскажи про стереотипы о лошадях. Ну вот люди представляют себе Стереотипы первое, что они о прям лошадях. там умные, у них умные глаза. Нет, ну это я согласна. Тут я не буду выходить. Угрюмовым ты не будешь. Нет, с Угрюмовым мы по разным сторонам стоим в этом вопросе. Ну что кусаются, да, что зубы большие кусаются. А дело простое, лошади просто нужно подавать вот так. Потому что у нее анатомия, да, зубы спереди, потом огромный беззубый край Даже я и тут. жевательные зубы там. Она не может взять по-другому. Просто не может. Поэтому она, естественно, вот так берет. И когда человек сует пальцы, мне лошади кусают. Ну, Лошади все конечно, ну потому кусаются. что человек Да. делает так, это странно. Ну, немного, может быть, не о лошадях, а о том, что у всех конниц ноги колесом. Вот это вот Да, бред. стереотип, да, По-моему, тоже наоборот, частый. прямые и... Что, не знаю, лошади воняют там или что такое. Хотя это просто неправильное содержание лошади. Лошадь вообще не пахнет. То есть, если Абсолютно, правильно я- убирать ее, правильно бокс делать правильно, Да, все такое, и она вообще не пахнет. Чисто Конечно, не стойло и воняет. прочее, то есть это просто... Да, то есть, ну, такие вещи, мне кажется, общие. Самое необычное предложение, которое ты получала в жизни? О, Господи. Наверное, очень странное такое предложение, но продать свои старые сапоги конные через интернет. Просто каким-то таким любителям. Это было очень-очень странно. Белорусы больше похожи на русских, украинцев или европейцев? Белорусы вообще отдельная нация, абсолютно. И я убеждаюсь, живя уже за границей, я убеждаюсь в этом все больше, больше и больше. Мы вообще ни на кого не похожи. Своя история, да, у нас свой вайб. Мы так Согласен. как-то узнаем человека, да, это какая-то интеллигентность, воспитанность, да, вот. Можно воскресить было бы какого-то политика или общественного деятеля. Кого бы ты хотела увидеть белорусским президентом? Обязательно воскрешать? Нет. Нет? Но тогда я бы, как и 4 года назад, я бы хотела видеть Виктора Бабарика. С кем бы ты разделила ужин из ныне живущих белорусов? Ой, я бы сняла бы целый замок. Вообще, я настолько... Кого позвала бы? Я бы позвала, ну, вас, естественно, всех. Я вас уже всех люблю. На самом деле, очень классная история есть в том, что мы каждый год собираемся вот у президента Польши, да, вот этим белорусской нашим обществом. И эти все люди, они настолько уникальны, я получаю колоссальное удовольствие каждый год, раз в год, попадая вот в это общество, когда все съезжаются и все что-то обсуждают, и мы вместе. И вот, наверное, я бы просто всю эту тусовку перенесла бы в какой-нибудь в Мирский замок, и мы бы там устроили. Ох. Кто секс-символ Беларуси? О-ля-ля. Женщина, наверное, Оля Хиженкова. Понимаю. Для меня, ну, мужчина, ну, муж, конечно же. Нет, муж не участвует. Почему? Ну, потому что он муж, у него свои истории. Ты знаешь, у всех это вызывает всегда очень Такой серьезный вопрос. серьезный. Да. Потому что, Как ощущение, что люди выбирают президента. ну да, это вообще-то ответственность, Да. такие вопросы. Ну не этот же. Ну нет, конечно. У меня всегда Игорь Железовский вызывал вот такую же, он же причем из твоих краев, и вот он прям попадал вот в это. Вот, Он да, был и такой. красив, и умен, и все. Что такое Беларусь как бренд? Это знак качества.
вообще. Когда даже сейчас в Польше, если бизнес открыт белорусом, или ты сотрудничаешь с белорусом, все, просто, пожалуйста. 4 года назад это было так, что белорус, а давайте проверим, а давайте посмотрим, а когда вы приехали, а что у вас есть, а что вы привезли, а покажите документы, все такое. Сейчас белорус, берем. Я разговаривал с одним польским политиком. Первое, что он сказал, это когда я ему сказал, что спасибо, что белорусам помогаешь тоже, и он сказал: ты вообще понимаешь, что это не меня нужно благодарить, а я должен вас благодарить, потому что вы приезжаете, и вы на второй день начинаете платить налоги. И работать, да. И сразу вот эта машина запущена. Да. Да, абсолютно. И плюс второе, что он сказал, любопытно, что он говорит: мы никогда не думали, что приедут белорусы и поднимут наш уровень сферы услуг. С услугами это однозначно. Настолько. Да. И я подумал, думаю, ну это правда. Да. Вот. Да. У меня есть девочка, клиентка, у нее есть своя лошадь, она владелица сети ресторанов. И она приехала, тоже мы познакомились, она говорит, меня так подтолкнуло вообще что-то делать. Вот это нашествие на белорусов в 2020-2021 году, которые приехали, вывезли свои бизнесы и начали открывать кафе, салоны, еще что-то. Она говорит, я пошла учиться. Я пошла смотреть, я пошла по этим салонам, что делать, хотя человек очень долго и успешно вел этот бизнес здесь. Да, абсолютно. Вот, это правильно, знак качества сумасшедший. Что бы ты пожелала белорусам на Рождество? Терпение, мои дорогие. Терпение. Все будет, я в этом абсолютно уверена. И столько лет в спорте дало мне понять, что всегда будет финиш и всегда будет победа. И если сейчас не выиграли, еще чуть-чуть потренируемся и сделаем это. Знаешь, у меня последние мои все вот такие взаимоотношения со спортсменами, это самое оптимистичное, что я всегда слышу. Самое оптимистичное. Катя Снытина, я вообще не помню, чтобы она сказала что-нибудь типа, ой, что-то я устала. Или она такая типа, а что надо делать это? Ну, хорошо. Хорошо, да. А что? И у тебя вот тоже та же история. Это неприлично. Почему? Ну, потому что ты не думаешь о нас, о слабых, о тех, кто хочет... Ну, есть чуть-чуть эгоизма, но ничего страшного. Как-нибудь переживете. Да, я понимаю, что мужу тяжело. Хочется на диване полежать, а тут говорят, там, ты коня покормил. Да. А потом, ну как ты его не удержал? Ну как он тебя ударил? Ну что, хорошо, что ты его не выпустил. Я тебе скажу, когда ты получил по ребрам, копытам, и после этого тебе жена говорит, ты что, неудачник? Ну, у меня столько, все плохо. Он все еще за это платит. Я не могу себе такого позволить. Спасибо, что ты была сегодня со мной. Спасибо вам. И я просто очень рад нашему знакомству. И честно тебе скажу, что ты мне вот эту веру в белорусский спорт, ты ее вот опять умножаешь. Это взаимно. Спасибо.